Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня наши новые приветы от пристроенных собачуль. Начну с Басика, черненького а-ля Лабрика, которого вытащили из ППЖ города Покровска, той же Якутии, в декабре 22 года. Тогда нескольких спасли лабриков оттуда, в том числе и этого худенького мальчонку. Год с лишним на передержке, и вот малыш уехал в семью. Первые приветы из дома. Спасибо всем, кто принимал участие в его спасении, кто помогал финансово на его содержание. И будь счастлив, малыш Басик. Hallo Spencer. Ja, hallo mein Freund. Guck mal, der Milo. Ja, es ist der Milo. Es ist der Milo. Guck mal. Fein. Ist das der Milo? Ja, ist das der Milo? Ist das der Milo? Feiner Bub, gell? Guck mal, Leckerchen. Ja, feiner Bub. Und der Milo, gell? Ja. Wie goldig. Guck doch mal, wie süß die so. Wald oben. Was jetzt? Was ist da? Was ist da? Eine Frau. Ja, und jetzt machst du Platz. Ja. Mein Schatz. Schön auf die Wiese. Ja, willst du die spielen? Ja. Ja, das gefällt dir, gell? Findest schwul, ja, mein Bub. Ja, prima. Fein. Feine Junge. Ja, feine Bub. Ist die ein feiner Junge? Девочка Шура также была спасена в январе 22 года вместе с сокамерником Даней в тот страшный январь, когда жизнь собак резко изменилась. И всех, что годами выпускали на волю по программе ОСВВ, были жестко отловлены и сгружены в ангаре на автодорожной. В ожидании приговора много тогда там погибло. Но и многих я забрала в тот тяжелый январский месяц. В том числе и эту Шурочку. 2 года на передержке. И только сейчас ее заметили. И она уехала в семью. У нее все хорошо, она счастлива. Любят, гуляют, заботятся. Все как обычно. Будь счастлива, девчушка Шурочка.
Летом 22 года в одном из вольеров ППЖ заметили несколько скелетов невысокого роста. Видно было, насколько им голодно. Когда одна собака испражнялась, то вторая это съедала. Когда я это услышала, попросила немедленно спасти. Тогда забрали 4 из этого вольера. И сегодня я расскажу о Сонечке. Длинная девчушка, как корги, одни кости и ребра. Такой приехала она на мое кураторство. Поражало с первых минут ее дружелюбие и нежность по отношению к человеку. Она была готова бесконечно общаться и радоваться жизни, как будто и не было в ее прошлом чудовищного концлагеря. Не было ни капли злобы и страха перед человеком. Оптимистичная, она не держала зла на людей, что довели ее до такого состояния. Не выписывалась она в вольерную жизнь, и у нас тоже. Но вариантов не было. И только сейчас судьба улыбнулась и ей, и она уехала в семью. Это кто? Это Сонечка. У меня маленьких ошейников нет. У меня есть. Я купила новенькие. Для девочки Сонечки. Для моей солнышки. Таким скелетиком она приехала. Таким скелетиком. Заезжайте к нам. Такая корги хорошая девчонка. А она писать... сейчас я отдам ошейничек, и потом мы... Да. Вот какая Ну, вы девочка. погуляете. Вот какая хорошая девочка. В путешествие поехала. В семью многодетную. Уехала второй собакой, где первой собакой уже живет с 2018 года наша подопечная Дина, также спасенная в мороз и замерзающая в сугробе. И вот теперь в семье 2 якутские собачули встретились, не подозревая, что они из одного ада. Будьте счастливы, а мы за вас порадуемся. Sonja, vad äter du på? Sonja? Nej. Få mattevitkålen. Каспер и Мишель, тоже чудом спасенные в новый 2022 год, незабываемый и опасный период для собак. Просили очень за черную собачку-мышку. Жалкая пряталась в голых кустах на снегу, когда кругом отстреливали. Собаки умные, многие тогда прятались от выстрелов и машин с дротиками и удавками. Но не все находили укромное местечко. Некоторые бежали к редкому доброму человеку, ища защиты. Вот тогда ко мне обратилась девушка Женя помочь спасти черную мышку под кустом. А в разговоре я узнаю, что там же рядом прячется добрый наивный мальчонка. Тоже где-то пересиживает ужас, творящийся на улицах. Конечно же, я согласилась забрать обоих. Мишка моя, мышка моя. Передерживать было негде, и на их счастье через пару дней появился пассажир. Спасение было каким-то быстрым, в какой-то агонии, как в тумане. Это было начало войны населения против собак. А впереди меня ждал тяжелый месяц январь со спасенными более 60 собаками. Это предисловие спасения Каспера и мышки, которая теперь Мишель. Понадобилось 2 года, чтобы Каспер обрел семью.
Пришлось просить помощи в пристройстве, а иначе никак. Такой замечательный, добрый парень, не делай ему жить на передержке в массе собак. Он любит людей и должен жить в любви. И вот теперь у него это есть. Будь счастлив, золотой ребенок. Я старалась, как могла. Ну а девочке-мышке, теперь она Мишель, повезло больше. С самолета ее вызвалась встретить девушка Ирина, наша подписчица. Думала только передержать месяц и все. О ней мы вам рассказывали. А так получилось, что Мишель осталась у нее, а через полгода они переехали жить в Черногорию. Культурная девочка. Наш привал. Еще не разложили. И вот уже 1,5 года они живут там. Теплый климат, море, а снег видят только высоко в горах и очень редко. Но Мишель все устраивает, ведь рядом заботливая хозяйка Ирина регулярно присылает, где и как они живут, красоты, пейзажи. И моя случайно спасенная подопечная Мишелька. Ирина, спасибо за счастливую судьбу якуточки. И будьте счастливы. Что, Мишель, сегодня видишь, какой море? Ну-ка давай. Где палочка? Смотри. Друзья, я бесконечно вас всех благодарю. Хочу, чтобы вы знали, что без вас не было бы многих и многих счастливых спасений и пристройств. Только мы вместе с вашей помощью можем кого-то спасти. Когда вы помогаете, то спасения продолжаются, и нам есть всегда, что вам рассказать. Я всегда вас благодарю. Спасибо вам огромное, что вы есть, что вы умеете сострадать. И за любую помощь я благодарю каждого. Чем больше помощи, тем больше жизней спасено.